Итак, друзья, мы находимся во второй главе Откровения. Мы прочитали уже про Ефесскую церковь, которой было сказано, что она имеет много достоинств, но оставила первую любовь ко Христу. И также, что ей нужно покаяться, иначе светильник будет сдвинут. И вот, кстати, здесь присутствуют светильники, здесь присутствуют церкви, здесь представлены как светильники. И это не только говорит о том, что церкви призваны светить светом Божьей истины, любви в этом мире, светом вечной жизни, которая в церкви присутствует, жизни Христа. Но также присутствует ветхозаветный образ светильника, как мы помним, что светильник в Скинии присутствовал. И этот светильник, что интересно, давайте вспомним, он называется еврейским словом минора, да, и у него там сколько свечей, да? Интересно, правда? У него свечей 7, да? Вот. И здесь мы видим такой семисвечник, который вот в виде которого представлена вся, вот 7, число 7 это число полноты, еще раз напоминаю, здесь представлена вся церковь в ее разных аспектах, вся церковь, которая существует в определенный момент, в данном случае она существовала там, в Малой Азии, в районе Ефеса, это Турция, так сказать, северо-восточная Турция, вернее, северо-западная. И здесь представлено то, что церковь, в целом вся, которая находится на земле, она характеризуется особенностями, которые представлены здесь. И это обращение, получается, что это обращение ко всем церквам на земле, которые существуют, и во все времена, пока церковь существует в истории. Поэтому вот здесь завершается 7 стихом: имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Обратим внимание, Дух говорит когда, да? Вот мы сейчас, если мы смотрим на этот текст, то Дух говорит когда? Дух говорит сейчас, да? То есть Дух Святой всегда хочет говорить со своей церковью, которую он созидает. И вот здесь он говорит: побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Вообще нельзя светить. Как светильник может светить, если у него нет масла? Да? Если нет огня, который зажигает масло. И безусловно, что если человек или церковь теряет общение со Христом, вот это общение любви со Христом, он светить автоматически не будет. Когда нас касается Христос, мы начинаем светить. Привожу пример простой, очень простой. Когда вы приходите в церковь, вы сталкиваетесь с разными людьми. Одни люди вам нравятся, другие не нравятся. Кто-то вас соблазняет, допустим, вот, и вы, так сказать, если вы не придете ко Христу, вы соблазнитесь, обидитесь, осудите кого-нибудь, там, допустим, и так далее. Но если вы придете ко Христу, Он скажет вам: заповедь даю, люби братьев своих, как я возлюбил тебя. Вот. И вы пришли ко Христу, и уже вы не можете просто так осудить этого там кого-то, кто не совсем совершенный брат, сестра. Вот, вы уже по-другому будете относиться. Или, допустим, значит, вы увлекаетесь чем-то в мире,
вы увлекаетесь чем-то в мире, и вы приходите ко Христу. А Он вам говорит, не любите мира. А Он вам говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя. А Он вам говорит, если ты не несешь креста своего, да, ты не можешь быть моим учеником. То есть именно когда вы приходите и соприкасаетесь со Христом, это как один проповедник сказал, если ты встретишься с самосвалом, то твоя жизнь точно изменится. Да? Вот. Также точно, если ты встречаешься с великим Богом, как ты можешь остаться прежним. Поэтому мы видим, что если любовь первую оставить, если Христос ничего не значит, то дальше человек автоматически, он, скажем так, не может быть светильником. Он автоматически куда-то улетает, как прах, возметаемый ветром. Его любой ветер мира, ветер похотей мирских его подхватит и просто унесет. Вот. Поэтому это очень важно. И касательно Смирнской церкви. В Смирнской церкви представлены все страдающие церкви, которые гонимые во все времена. Вот здесь мы видим очень важную характеристику. «Знаю твою нищету», 9 стих. «Впрочем, ты богат». Вот на это хочу обратить внимание еще раз, что Смирнская церковь, почему ей никаких замечаний, никаких обличений Христос не говорит, но только старается ее ободрить. Вот. Именно потому, что эта церковь богата. Почему она богата? Она любит Христа. Он сокровище ее, которое, давайте вспомним, да, вот человек шел по полю, нашел сокровище, ради того, чтобы купить поле, все продал, с радостью все продает, чтобы купить поле. Вот именно это такие люди, которые готовы страдать ради Христа, готовы на те ограничения или гонения оказаться, потому что Христос драгоценнее, чем все блага этого мира. И здесь Иисус тоже ободряет, говорит 10 стих, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. И 10 стих заканчивается, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И затем вот это конечное обращение, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Христос себя представляет здесь как который был мертв и се жив, в 8 стихе. И здесь же говорится, будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. То есть, обрати внимание, венец жизни – это высшую жизнь. То есть, именно те, кто умирают в Господе, дальше об этом будет говориться, они идут в высшую жизнь, в самый что ли, венец жизни, жизнь лучшую, они идут в лучшую жизнь. Поэтому не бойся ничего, и побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вот здесь обращается внимание, это касается гонимой церкви, которой приходится страдать и даже умирать за Христа. И вот именно Смирнская церковь – это вот верная церковь, которая страдает во всем мире сейчас или в течение всей истории. Всегда были страдающие церкви, страдающие верующие за Христа. 3 церковь Пергамская. И ангел, 12 стих, 2 глава Откровения. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Вот здесь мы видим, Христос представляет себя как имеющий острый с обеих сторон меч. И не мир пришел я принести, говорил Христос, когда служение нес на земле, да? Но меч я пришел разделить. То есть разделяющий меч. В чем он выражался? Что
враги человеку домашнему. Что это значит? Это значит, что Христос, почему меч принес? Какой меч? В данном случае это меч обоюдоострый, который, с одной стороны, христиане, которые обращаются, они становятся острым обличением для тех, кто не обратился. Это с одной стороны. С другой стороны, если люди вокруг не обратились, но враги человеку домашние, это значит, враги человеку домашние, они поднимают меч против своих же, так сказать, прежде близких, поднимают гонения. Вот таким образом Христос разделяет. И в данном случае Он говорит, что Он имеющий острый с обеих сторон меч. Мы знаем, что этот меч, который исходит из уст Иисуса Христа, будет поражать Его врагов потом в конце истории. Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны. Пергам — это было место особого поклонения императору. Вот именно в этом смысле здесь император представлен как император, как зверь, который представляет сатану. Вот. И вот в этом городе особо почитают именно императора. В этом городе его, естественно, почитают как Бога. Здесь, в этом городе, требуется поклонение императору. И если ты не поклонишься, то тебя ждет преследование и смерть. Вот в таком ключе жили христиане где-то после 60-го года вот, от Рождества и до 300-го, приблизительно до 300-го года они жили в этом. И здесь мы читаем: «Ты знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». То есть вот сатана живет там, где требуют поклонения, в данном случае императору, и где сатана, вот, кстати, вот в 10 стихе говорится: вот дьявол, это Смирнская церковь, будет ввергать вас из среды вас в темницу. То есть дьявол будет ввергать. То есть здесь как бы говорится, кто стоит за людьми. Здесь тоже говорится: где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. То есть у вас, где живет сатана, сатана умертвил верного свидетеля Антипу. То есть здесь как бы положительное, что характеризует эту церковь: но имей немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Мы знаем, что Валак, царь моавитян, очень хотел, чтобы пророк Валаам проклял израильтян. Проклясть израильтян у Валаама не получилось. Как я могу проклясть тот народ, который Бог избрал и благословил? Не получается. Но в конце концов уж очень Валаам хотел получить подарки, которые ему приготовил Валак. И ради этого он все-таки придумал, как навести проклятие на народ израильский. Он посоветовал, чтобы моавитские женщины приглашали людей из Израиля, мужчин в особенности, приглашали на праздник идолов, на вот эти поклонения
и жертвоприношения, чтобы попраздновать, чтобы поесть идоложертвенного, и чтобы увлечь их своими чарами, чтобы они прелюбодействовали. И в результате Бог, естественно, поразил стан израильтян, на них пришло проклятие. И вот здесь мы видим, что есть держащиеся учения Валаама, то есть, получается, есть такие люди, которые ради выгоды, они готовы, то есть, в чем здесь смысл? Смысл в том, что здесь речь идет о том, что в этой церкви есть компромисс с миром. Вот что очень важно. То есть, существуют церкви, которые идут на компромисс с миром. Ради выгоды они согласны поклониться определенным идолам этого мира. И именно здесь также оправдание присутствует при любодеянии. Да, оправдание любодеяния. Каким образом это может проявляться в современной церкви? Это может быть оправдание абсолютно незаконных разводов, абсолютно незаконных браков. Естественно, то есть можно же оправдывать развод, который совершенно не является законным с точки зрения Библии, потому что в Библии говорится об определенных условиях. Вот. И также точно можно освящать браки, которые незаконные перед Богом, вплоть до гомосексуальных браков. Как мы знаем, что вот в наше время в особенности существуют такие церкви, которые это благословляют и сочетывают лесбиянок, гомосексуалистов и так далее. То есть вот здесь мы видим: но имею немного против тебя. Дальше. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. То есть здесь мы видим, что николаиты, вероятно, тоже чем-то были близки к учению Валаама, тоже учили какой-то ереси, какому-то разврату, которое, правда, не написано, но вполне понятно, что здесь, обратим внимание, если Ефесской церкви говорится, что то в тебе хорошо, 6 стих, что ты ненавидишь дела Николаитова, мы видим, что в Пергамской церкви есть у тебя держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу, но здесь не сказано, что ты их тоже ненавидишь. Покайся. То есть очевидно, что в этой церкви присутствует явный компромисс. Здесь явная терпимость к греху, как вот вы помните, в Коринфской церкви тоже был человек, который жил со своей мачехой, и церковь даже гордилась, что у них такая, в кавычках, свобода есть. Вот здесь Христос говорит: покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Вот он, меч, проявляется. То есть совершенно очевидно, что Христос говорит: я приду, чтобы разделить. Я приду, чтобы разделить. Я не допущу, что здесь эта закваска будет распространяться в церкви. Я сражусь мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит сейчас церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Опять-таки здесь сравнивается, вероятно, смотрите, с чем? Чтобы они ели идоложертвенное. То есть не ешьте идоложертвенное, отвергните идоложертвенное, и я дам вам вкушать сокровенную манну. Что такое сокровенная манна? Вы знаете, что Христос говорит о себе в 6 главе Иоанна: «Я есть хлеб, ядущий меня будет жить вечно». Безусловно, что человек, который побеждает в этой жизни, он этим засвидетельствовал, что он является действительно избранным, действительно спасенным человеком, а не просто, так сказать, вот это учение о плотском христианине, который вообще живет безобразно, но он спасенный. Нет.
безусловно, что человек спасенный, имея новую природу, безусловно, никогда не смирится с грехом. Он избран для освящения, как об этом Алистер Бэх пишет сегодня. Вот мы читали. Итак, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень. И на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Безусловно, сокровенная манна, белый камень. Что такое белый камень? Белый цвет – это святость. Да? А белый камень. А Христос – это кто? Христос – это камень, правда? Который отвергли, вы знаете. Там разные люди отвергли. Но для вас он драгоценность. Для вас же он драгоценность. Вот. И именно дальше. И на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Действительно, Христос, который живет в нас, это тот, кого знает только тот, в ком он живет. Вспомните, пожалуйста, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, никто не знает, что в Боге, кроме Духа Божия. Да? Вот, в данном случае здесь как раз, то есть здесь речь идет о том, что он будет побеждающий, будет обогащен Христом. Вот если в Ефесской церкви говорится, что дам вкушать от дерева жизни, а дерево жизни это Христос. Если в Смирнской церкви говорится, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти, потому что он во Христе. Потому что Христос его богатство. Вот почему. То есть, если Христос не стал богатством, это главный признак, что человек не обращен. Обратите внимание. Обратим внимание следующее. Когда человек, что такое обращение? Обращение это когда ты рождаешься, Бог тебя рождает свыше. И когда Он тебя рождает свыше, тогда ты отвращаешься от себя, от того самого греха, который влечет к себе, и ты обращаешься ко Христу, и уже не ты драгоценность, не твои похоти драгоценность, но Христос драгоценность. Это совершает Бог. И подчас нам трудно, даже когда Бог нас родил, да, нам может быть трудно видеть драгоценность и красоту Христа. Из-за чего? Из-за греха, который бурлит внутри нас. Что нам делать? Очень просто. На самом деле, очень просто, что делать. Читай Слово и молись Богу, проси Его, чтобы Он открывал тебе больше, возрастай в благодати и познании Господа, возрастай в единство веры и познания Сына Божьего, возрастай. И нужно вникать в себя учение как? Постоянно. И только таким путем ты станешь свободен. Вот именно здесь мы видим образы, которые нам показывают. Драгоценная манна, Христос, камень белый, Христос. На камне написано новое имя, это Христос, это Его жизнь в тебе. Это то, что характеризует побеждающих. Итак, давайте попробуем еще почитать Фиатирскую церковь. Ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халкаливану. Вот если перед этим Христос представлен как тот, у которого обоюдоострый меч, то здесь, и который этим мечом сразится, и который этим мечом отсечет все то, что раковую опухоль, которая там образовалась внутри Пергамской церкви. Здесь мы видим, у которого очи как пламень огненный, то есть его взор пронизывает насквозь и, так сказать, намерения, помышления сердечные
он видит, и ноги, подобные как халкаливану, то есть раскаленная медь, что-то в этом роде, которой он будет топтать точила ярости или гнева Божия, точила гнева Божия. И вот здесь Христос явно видно, что здесь присутствует, когда Христос обращается к Фиатирской церкви, так же как и Пергамской, здесь присутствует его гнев. «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». То есть мы видим здесь, в этой церкви есть любовь, есть служение, есть дела, то есть есть определенные достижения. То есть мы можем себе представить большая церковь, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, и опять-таки есть идоложертвенное. То есть здесь явно речь идет, ну вот, да, к примеру, если вот мы представим себе, да, вот Пасха, да, Пасха, и на Пасху пекут очень вкусные пасхи. И вот представьте себе, вы пасхами увлекаетесь намного больше, чем наша Пасха Христос, да? Вот вас влекут пасхи, очень сильно вкусные, такие красивые пасхи, вот, и для вас символом Пасхи является Пасха с такими раскрашенными цветными яйцами. Вот это классно, вот это у вас образ Пасхи, и вам нравится Пасха именно потому, что здесь такие пасхи вкусные. Вот, обратите внимание, именно вот идоложертвенное, возможно, мясо, да, приготовлено было очень вкусно, которое, так сказать, предназначалось идолам, которое в честь идолов. Вот оно приносилось в жертву и готовилось, вот праздник в честь идола такого-то, да, вот. И здесь очень важно увидеть, каким образом, например, праздник Пасхи может быть идоложертвенным, к примеру, да. Дело в том, что если Христос, в которого я верю, это Христос, который, я надеюсь на Него только в этой жизни, чтобы Он дал мне здоровье, богатство, благо этой жизни, хранил меня, так сказать, от разных угроз этого мира. Вот если я в такого Иисуса Христа верю, то на самом деле это не тот Христос. И здесь я абсолютно единодушен с иудеями, которые ждали совсем другого Христа. Они ждали Христа, который вот именно придет, Он прогонит римлян, он установит, так сказать, суверенное государство Израиль, и они так благополучно заживут, вот, процветать будут, несмотря на то, что они все в грехе, но они будут процветать. То есть вот такие у них представления были, потому что они были слепые, несчастные, и Христос их оплакивал, вот, и предупреждал, что их ждет, но они ничего не понимали. И именно здесь мы видим именно вот эту ситуацию, связанную опять с идоложертвами, чему учит Иезавель, то есть, скажем так, определенная женщина, которая почему-то проповедует в церкви. Да? То есть мы знаем, что да, женщин рукополагают на пасторское служение. Женщины есть, которые проповедуют там где-то и так далее. Они проповедуют не просто какое-то женское, детское служение. Нет, они пастора, так же точно как мужчины. Вот там есть, например, муж пастор и жена его пастор. И вот они, так сказать, трудятся. И именно, так сказать, здесь она учит, вводит в заблуждение рабов моих, учит любодействовать и есть идоложертвенное. То есть вот жизнь, так сказать, которая связана с тем, что счастье искать, если не в Пасхах, то счастье можно искать
в богатстве, благополучии, семье, многом другом. И, в общем, как бы это не такое что-то вроде как бы страшное. Вот. Но на самом деле это то же самое, что было перед потопом. Ели, пили, женились. То есть все вроде, ничего вроде плохого. Ели, пили, есть, пить надо, жениться надо, строить дома надо и так далее. Вроде ничего плохого не делали, но Бог был, так сказать, был только постольку поскольку, и он не был главной ценностью, его никто не любил, и никто не искал Царства Божьего праведности, естественно, и поэтому потоп погубил всех. И вот я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Любодеяние, то есть измена с кем-то, с другим Богом. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. Вот здесь мы видим интересный момент, что именно Бог здесь говорит о том, что вот таких верующих, которые изменяют Ему, которые толкают других в соблазн, Бог накажет. И великая скорбь здесь означает как какие-то страдания и наказания, которые повергнуты будет эта женщина, которой давалось время покаяться. И здесь, безусловно, образ для нас очень поучительный, который говорит о том, что у Бога есть принцип, Он дает человеку время покаяться. И если человек не покается, то есть Бог практически всем людям дает время покаяться. Но кто кается? Кается тех, кому Бог дает покаяние. И дальше великая скорбь. Что такое великая скорбь? Это или земные страдания, или это вечные страдания. Великая, точно великая скорбь в вечности, в аду, возле Огненном. Вот. И, конечно же, это имеет значение такое, что вот эти люди тоже будут ввергнуты в великую скорбь вместе под Божий суд, под чаши вот эти в будущем, которая, так сказать, движется, надвигается, ту самую великую скорбь. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. То есть здесь мы видим пример. Здесь помните, когда Анания и Сапфира обманули Бога, скрыли там часть того, что они заработали зачем-то, и чтобы себя показать, что они полностью жертвенны, они все отдали, хотя они отдали не все, ради своей славы они обманули, и Бог разоблачил и умертвил, и церковь была в страхе. Все слышавшие и в церкви, и вне церкви, все были в страхе от Божьего гнева. Здесь вот тоже Бог говорит: я совершу свой суд над такими людьми, и узнают все церкви об этом. И детей поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам. Обрати внимание, первое, очи, как пламень огненный. Господь испытует и вскрывает сердца. Это раз. Ноги, подобных алкаливану, это суд Божий, который обрушивается на тех, кто лицемерит, кто является неверным человеком. То есть Бог говорит: я знаю, я испытываю. И вот здесь очень важно еще обратить внимание на, что значит испытывать. Это значит, что Бог ставит человека в определенные обстоятельства. И Он говорит: я хочу посмотреть, как ты себя будешь вести. Будешь ли ты верен? Или ты отступишь от меня в этих испытаниях? И я хочу, чтобы ты узнал, что в твоем сердце. Вот сегодня я читал свидетельство одного человека, который рассказывает о том, что он любил девушку, и потом он наелся наркотиков, и он говорит: все то зло, которое было во мне, оно вышло, и он потом очнулся, увидел, что он ее убил, свою девушку. Вот. Потом его арестовали, посадили в тюрьму, и
там к нему пришел миссионер, и через его свидетельство он уверовал. Но именно все было уже необратимо, но при этом он узнал, что внутри него. Что внутри него. То есть Бог говорит: я испытующий сердца. Если ты не знаешь, что внутри тебя, я тебя поставлю в такую ситуацию, что ты узнаешь, кто ты на самом деле и насколько тебе нужен Христос. То есть ты узнаешь, как ты страшен и насколько тебе нужен Христос. И здесь мы видим, вот эти люди, они не покаялись, вот эта женщина не покаялась, и Бог говорит, что будет ее судить. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат этого учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, вот обратим внимание, здесь явно присутствует намек на учение гностическое, которое связано там с разными медитациями, разными видениями, там, откровениями и тому подобное, которое контакт с ангелами и тому подобное. Вот здесь говорится: глубин сатанинских сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. То есть вы имеете правильное знание. Хорошо. Что надо делать? Надо держаться правильного знания. Не просто иметь правильное знание, не просто собирать правильные знания, говорить: какой я молодец, я и то собирал, я и то слушал, и это видел, и там был. Так сказать, и на той конференции я был, и на этой конференции я был. Дело не в этом. Дело в том, держимся ли мы. Истина. Только что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. То есть здесь Христос говорит: побеждающему дам власть царствовать вместе со мной в будущем мире. И вот именно Библия говорит, что верующие будут царствовать со Христом, и они будут судить даже ангелов. Вот именно вот это то, что Христос говорит. И дам ему звезду утреннюю. Звезда утренняя, кстати, звезда, это в древнем мире, это мы знаем от астрологии, астрономия, астрология, вернее, да, что это было. Это была вера, что звезды управляют, то есть звезды имеют власть, и они управляют судьбами людей. Да. Вот и здесь в данном случае звезда утренняя, это, конечно, Христос, которому дана вся власть. Почему она утренняя? Потому что Христос есть тот, кто знаменует начало новой эры существования мира, потому что когда Он придет, да, Он уже сейчас строит новый мир, созидает свою церковь, но пока в невидимой форме, среди ветхого творения Он строит это все, но наступит время, когда наступит действительно день, когда тьма и сумерки этого мира пройдут, и вся эта тьма будет разогнана Христом, и наступит день, когда Христос придет второй раз. И имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Дорогой милосердный Господь, спасибо Тебе за Твое чудесное Слово, которое наставляет, обличает, вдохновляет, дает надежду, которая умудряет именно нас правильно смотреть на себя, на Тебя, на этот мир. Благослови, пожалуйста, каждого из нас держаться Твоего Слова. Благослови быть теми, кто не просто знает, но который держит то, что имеет, и быть побеждающими, ибо без Тебя мы не можем. Спасибо Тебе, Господь, что Ты пришел, чтобы дать нам, Ты победил, чтобы дать нам свою победу, чтобы мы могли торжествовать во Христе на всяком месте. И Тебе пусть будет слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.